Даже, ребят, по-другому стал работать. Глушитель не тарабанит, не звенит. Приятный звук, ребята. Все новенькое. Новенькое масло, новенький глушитель. Накладочки новенькие. В общем, красота. Все, ребята, гоним. Пока едем, ребят, предлагаю посмотреть вчерашний мой ремонт. Ну, небольшой, но ремонт. Ребятки, всем привет! В общем, гаражные истории продолжаются. Сегодня, ребята, у меня ремонт. Ремонт техники. Ремонт, скажем, небольшой, но за техникой надо следить, надо за ней ухаживать, потому что зимой, ребята, очень много я хожу, очень много передвигаюсь именно на мотособачке своей. Соответственно, уход нужен, ребята. Ну и так, как бы, надо поглядывать, потому что вот в тайге вот поломаться вот этой мелочи, как бы, неприятно, знаете, когда взять и уделить спокойно время дома, тем более в данный момент здесь, ребята, у меня гаражик, затопили печку, нужно поковыряться. С утра, ребята, маханул в Сыктывкар, вот только-только вернулся, ездил в транспортную за запчастями. И, получается, купил масло там, ну, так, по мелочи, наживки взял, короче, помаленьку набрался. Так что, ребят, сегодня хочу поменять глушитель. У меня глушитель, я уже показывал, развалился вообще. Вчера ехал с озера, у меня уже огонь, короче, аж стреляет, уже опасно. Заодно поменяю масло в двигателе.
Кто как, кто по сезону, кто вообще раз в 2 сезона. Ну, понятно, кто как передвигается. У меня бывает, ребята, за рыбалку 50 км наматывается, соответственно, как бы я менял, получается, в прошлом году весной, еще когда двигались по рыбалке. В этом сезоне в начале я не менял. И вот сейчас, конец декабря, ребят, хочу поменять, чтобы как раз уже добить весь сезон именно на масле. Порвал, ребята, я шланг, тормозной шланг, в общем. Смотрю, тормозуха куда-то уходит. Решил добавить, я смотрю, у меня там трещина, ребята. Ну, не трещина или что-то непонятно, там на изгибе как раз. И вот там сочет масло, тормозуха. Поменяю, заменю масло в редукторе. И, ну, в общем, там протянусь, ребят, по мелочи, туда-сюда. Короче, такие дела. Так что, давайте, ребят, со мной. Может, кому-то будет интересно, полезно. Я тут никого не учиться не собираюсь, потому что, ну, делаю все сам, как бы. Правильно, неправильно, как бы, понятно. Кто-то там сдает в сервиса там свою технику. Ну, а я, ребята, здесь потихоньку, помаленьку. Так что давайте начнем. Погнали. Выгнал технику, ребят, потому что тут печку затопил, да и надо было подвинуть мотоцикл. В общем, сейчас загоню обратно. На днях поменял, ребят, накладки. Передние, боковые. Вот, в общем, боковые у меня, ребят, стерлись. Середка еще более-менее, вот боковые стерлись. Все, заклепали. Здесь еще плюс на болтах, потому что модуль именно крепится, там руль. Пришлось немножко повыё, так сказать. Ну, зинковать надо было, прятать болты. В общем, 2 накладки, ребят, на замену. 3 сезона, ребят, походил. Ну, стирается, потому что хожу по дорогам такого общего пользования. У нас дороги не сыпят по деревням, как бы по насту, по льду. Все, ребята, вот именно как раз это и терет. Если по буранке ходить, понятное дело, что сани-то особо в расход не идут. Ну, модуль, ребят, надо ухаживать, потому что и поворотилась, поменялась, потому что стерлась. Поворачиваешь, а меня ничего не цепляет. Сани не управляют, в общем. Вот, видите, здесь как раз идет крепеж. И вот через как раз накладки сделали. Классно. Вчера прокатился, блин, уже совсем, ребята, другое дело. Ну, а так вот, сейчас покажу, ребят, что стало с накладками. Вот это цельная накладка. Вот так она выглядела. Это вперед, это зад. Вот такой толщины, ребят, сантиметр, видите, сама накладка. И вот посередине, что у меня осталось. Миллиметра 2. Вот так, ребята, стерлись накладочки. Но этот сезон бы точно уже не хватило. Уже к концу сезона бы, наверное, я уже бы оторвал где-нибудь в лесу их. И было бы неприятно. В общем, вчера мы этот момент позавчера устранили. Как и сказал, ребята, порвал у меня шланг. Где-то вот здесь, ребята, сочит тормозуха. Где-то здесь дырка. Я вот его хочу заменить. Вон, видите, тормозухи вообще нету. Ну и глушитель, ребята. Глушитель. Вот так. Обломал крепеж. Я думал, крепеж заварю, поставлю. А потом смотрю, разобрал. Там весь глушитель, ребята, просто прогорел уже. Естественно, на замену. Вот. Ну и промажу, протянусь. Протеру там все подкапотное пространство. Все равно там и пыль. И от ремня там, и от редуктора там масло у меня выбегало много, перелил, выплеснуло. В общем, сделаю марафетик, чтобы техника работала, надо ухаживать. Заехал, купил масло 5В30. 650 рублей, ребята, баночка литровая стоит масло в городе. Это на замену. Взял хомутки черные, ну как раз под цвет, ребята, чтобы не видно было, потому что сейчас проводку все разобрать надо будет. Мне разобрать, разоединить, у меня там все в одном идет. Тросик газа, вот именно как раз потом, чтобы стянуть, все, короче, взял. Взял еще, ребят, набор рожковых ключей такой. А то у меня набор-то есть с головками. Я его вожу постоянно, но не везде они подходят и не везде они залезут. Бывает, что и нужно
прям с собой тоже иметь. У меня, конечно, дома есть. Ну, в рассыпуху так не кинешь, там один ключ нужен, второй ключ нужен, третий ключ нужен. Вот я взял, чтобы в кофр положить, ребята. Здесь получается от 8 до 19. Ценник вышел 1040 рублей. Вот так, ребят. Она будет кататься, получается. Так, что, как она там открывается-то? Как-то же открывается же, правильно? Вот так вот. Раз. Видите, все по местам. На 8, на 8. Как бы очень удобно. Ну и также в гараж он подвесить можно будет. Но это в любом случае в кофр пойдет. Так. Что тут у нас еще? Это чек транспортный, ребята. За доставку я заплатил 745 рублей. Вот за этот пакет. Транспортная компания Кит. 745 рублей. Вышла у меня перевозка. Так. Сжигаем. Чек. О. Печурка шат, ребят. Скоро кофе будем пить. Так, что тут у нас, ребята? Так, ну вот сам шланг тормозной. Видите, все в сборе, то, что нужно. Сейчас, получается, только мне его стоит тот снять, этот поставить и накачать туда тормозухи. В принципе, не особо, конечно, и нужны, ребят, тормоза, но бывает они выручают. И, конечно, когда переключаю скорость, чтобы двигатель успокоить, тормоза нажал, и скорость, ребята, заходит плавненько. Тормозушка. Так. Ага, я здесь, ребята, еще один момент, я уже сам забыл. Чё себе. Опа, это, ребята, подарок, что ли, сделали? Фига. Порубанк, ребят, положил Данил. Спасибо, братское сердце. Вот такую гайку, ребят, я заказал. Это от кнопки стопа у меня куда-то отлетело. Вот такой банк, ребят, смотрите. Тафалар. Блин, круто. 2 USB получается и зарядочка. Еще так светится. Логотип. Прикольно, классно. Спасибо. Ну, 1010, наверное. Не написано ничего на нем. И вот эта кнопочка. Ну и сам глушитель, ребята. Сам глушитель. Он уже какой-то немножко другой, что ли, идет. Угу. А, вот еще даже провод есть. Так, пойдемте посмотрим на улицу. Вот здесь, ребята, кнопка стоп, смотрите, видите? Я что-то нажимаю, хоп, смотрю, она проваливается. И вот именно вот как раз я вот эту гайку потерял. У меня, кстати, шайба-то осталась. Я вроде сюда я ложил. Да, шайба здесь. Шайбочку я нашел в корыте. А вот гайку потерял. И заодно написал. Все, красота. Сейчас затяну ключом. О, круто. Так, ну что, ребята, начнем потихоньку, помаленьку. Тряпочку обязательно. Сейчас тут протирать, вытирать все.
Ничего себе, крепкая такая, что ли? Так, тряпочки сразу приготовим. Так, капотину я уже открутил. Капотину снимаем. Так, ну вот, ребята, и вот этот нужно будет поменять. Так, в принципе, я до этого прокручивал, все вроде у меня нормально. Заменю масло в редукторе. Там 70 грамм всего лишь нужно. Ремень у меня новый. Тут, в принципе, все нормально. Вот единственное, сейчас... Тут у меня проволочка, ребят. Я ставлю дополнительную пружинку на тросик газа, чтобы у меня, получается, вытягивал обратно. Тросик очень длинный. Бывает подмерзает, и соответственно я поставил дополнительную пружинку вот тут на проволочку и просто глушителю ее сюда раз. Вот здесь такое крепление, ребята, идет еще сюда. Вот у меня его обломило, и, к сожалению, здесь его нету. Просто идет болт. Вот этой палочки нету, надо будет дозаказать, написать. Так, набор ключей. Сейчас работаю гайковертом, ребята, от Редберга. Блин, красота. Просто красота. Любые гаечки, жик-жик. Взял. Так, что тут у нас? На 12. На 12. Что-то это открутилось тоже. Я говорю, у меня тут весь развалился уже. Залезет, тут не залезет. О, ребят, смотрите. Вообще. Все, хана ему. Тут это нормально? Вроде как нормально. Смотрите, ребят, как он у меня просто прогорел. Ну, люди варят и... Не знаю. Так, у меня вот эту гайку еще надо. Так, сюда я не залезу, ключом надо будет. Сколько походило? Ну, вот сколько походило. Вибрация, плюс снег постоянно сыпется. Чайник закипел. Ну, здесь, в принципе, вот этот носик еще пойдет. Вот эта боковая сетка пойдет. Верхняя крышка пойдет. Она же все сыпется. Она же разбирается, получается. Вот этот, в принципе, нормально. Единственное, вот эта чашка внутренняя, она вон все. Не знаю, тут, наверное, не получилось бы проварить его. Тонкий уже прогорел. Короче, на замену. Ух. Чай, чаечек, чаечек. Носик этот, ребята, обязательно нужен. Во-первых,
Это получается, дым уходит в бок. Ну, как минимум, пассажир не особо дышит выхлопухой. И у меня там кофр сразу сгорит. Так. Ну, сеточки вроде здесь нормальные. А вот, кстати, ребята, нашел я вот этот боковину. Крепеж, видите, у меня его тоже обломало. Не знаю, попробую заварить. Вот он сюда крепится. И как усилитель еще идет. Без него тоже особо не нужно ездить. Потому что опять растрясет. Так, ну это готово у нас. Так, эту гайку все-таки я сниму. Ну, для укрепления пока что, чтобы было. Попробую заварить все-таки, не знаю, получится, не получится. Черненький, новенький. Красавчик. Все. Вот тут крепеж, ребята, но пока так. Ну, в принципе, все. Сейчас проволочку поставлю обратно. Проволочку газа. И будет красота. Заменили. А то вчера прям огонь шел, ребята. Пух, пух, пух. Я думаю, блин, доехать бы уже, не взорваться, не загореться, блин. Так, ладно, сейчас меняю, как бы. Ну, что тут? Открутил, выкрутил, это как бы не... Ты тут не химичишь ничего. Это, ребят, проволочка. Я уже объяснил, но может кто-то не понимает. Тросик газа идет, ребята, 3 метра. У меня даже 3,5. И когда нажимаешь, он обратно плохо отходит в морозы, допустим. И вот здесь дополнительная пружинка, как бы, когда я нажимаю, его отталкивает обратно. Чтоб собака не ехала, в общем. Такие дела. Такое, доработка, так скажем.
Готово? Поедем? Поехали, ребят. Первый ключи. Там рычажочек такой. Вперед. Да. Нет, другой. Вот этот вперед, да. Ага. Ребятки, добрались. Как доча прокатилась? Классно. Первый раз, ребята, в этом году, в этом сезоне со мной вот выехала. Следов, ребята, очень много было, потому что вчера суббота, пятница, люди, ну, видно, что заезжали. И такое ощущение, ребят, что проверяли, как будто жерлицы. Не знаю, сейчас посмотрим по следам, потому что, ну, сработок вообще нету, ребят, смотрите. Если у меня за сутки было 5-6 сработок, мы 5 щук поймали, 4 щуки поймали. Здесь за двое суток ничего. Ну, один флаг я там вижу вдалеке. И все. Сейчас посмотрим, ребята. Блин, что-то странно как-то. Не знаю. Ну да ладно, поглядим. Вот, ребята, если вот тот раз все тут горело, то вот идем дальше. Тишина. Тишина. Так, там флажок. И тут флажок. Два флажка как будто всего лишь. Ну, может... А нет. Вот там еще. 3 флажка, да. Короче, опять, ребята, конец щелкнул. Ну, с конца и пойдем, да, дочь? Туда и пойдем. Туда? Да, если оттуда начнем забирать. Рыбачка моя. Иди, не бойся, дочь. Это просто вода. Да, ребята, вот опять в конце. Вот на это у меня попалось 2,565. Там кило 700. И вот здесь же опять и загарчики. Угу. Ну, хотя бы одну щучку, ребят, достать. Вон здесь полная вымотка. Хорошо. А нет, не полная. Главное, дочь одну достать. Щуку-то поймали, уже подловили. Ну что, доча, полная вымотка. Это твоя щука. Да, подожди, дочь. Походу в траву затащила. Полностью вымотала и в траву затащила. Сейчас попробую сдернуть. На, давай. Леску туда выбрасывай. Что-то идет? Угу. Тяжелая. Тяжелая? Ну да. Давай. Ой. Давай, дочь, аккуратно. Не могу. Да. Там просто с травой тащится. С травой тащится, ребята. Да, рвется с травой. О, пошла, на, дочь. Тащи, щука идет. Давай, твоя. Нет, там все нет, походу. Ушла? Ну, а нет, зацепилась. Опять. Сейчас возле лунки аккуратно, дочь, но без фанатизма. Ты уже там бородишь. Скидывай леску. Леску скидывай. Да, на снег. О, дергает, смотри, дочь. На.
Вон гуляет, смотри. Не могу. Давай, заводи. Заводи, Кира. Че, протягивает? Давай, ну-ка, не тяни. Без фанатизма. Куда-то зацепилась. О. 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 Вот она, доча. Твоя щука, Кира. Небольшая, килограмм. Глаза брызнула. Да? Твоя доча щучка. Давай, лови её. Килограммовая. О, смотри какая. Ах, черная. Сюда зайдет. Черная красотка. Ну вот. Отлично. В траве просидела. Ну что, понятно, столько времени прошло. Да, ребята. Теперь опять туда идти. Папа, а это тоже фото? Нет, он и был. 3 флажка у нас. Ну, может, там еще какой-то поднимется. А куда щуку? А вон саночки положим. Это щука? Щука. Ну да, потому что понос, по Зубастая щука, да. Сейчас пойдем потихоньку сматывать. Вот так вот, Кира. Как-то. Да. Я думал, будет повеселее. Оказывается, не факт, что столько времени стоит и будет клевать, ребята. Все, заматываем. Ну, мы уже не пустые, да? Да. Уже поймали Думали, что вообще? на жареху. Да я папа переживал, что желицы у папы поснимали. Приедут какие-нибудь не местные. Смотрят, что никто не приехал проверять. И заберут. Все, ладно. Одна есть. Одна есть, это хорошо. Лежит. Ну, Вот так флажочки снимаем. Все, потом сушить, просушивать. Видишь, у папы сумочка такая. Здесь вот, здесь чашечки, здесь флажочки. Вон, даже не замерзли лунки за 2 дня. Вот теперь тепло. О, малек. сорога задохнулась. Лисов. Лисы покушают, вороны. Вороны. Ну, тут и много и не надо, извините. Так, ты меня черпак туда не утопи, ради бога. А ты мне уже это 2 года назад. Да, потому что аккуратно. Пойдем дальше. Да, давай, папа, флажочки убираю, а ты лед продавлю. А тут что? Тут Так, стукни вот так. О, сильнее просто надо. И все. Сильно не чисти, дочь, просто папе-то только достать. Ты не замерзла ехать? Нет. Нормально? Нет. Да дорогу разбили. О, смотри, живая. Кира. Ну, отпускай тогда быстрее. Конечно, отпустим. Елец. Пускай живет, если выживет здесь в озере. Так-то он течение любит. Рыбка. Ну. Он тут остался. Сейчас уйдет. Так. Флажочек у нас здесь. Ну что-то мотала и видишь, полностью не вымотала. Может и выплюнула, Кира. Сейчас почистим. Посмотрим. Скорее всего выплюнула. Скорее всего выплюнула. Вон, чуть-чуть осталось. Да, пустое. Нет. Только. Ну, она хватала. Вон, видишь, хватало.
Он живой? Не, какой живой он. А Уже у нас один разлагается даже. Так, тут что у нас? А, тут тоже вымотки Кира нету. Мелкая щука, видать, хватало. И все. И выплюнула. Короче, у нас одна с тобой щучка. Все. Ну, может, еще будет. Да не, навряд ли. Навряд ли, Кира. Она бы вымотала за столько-то времени. Как-то размотала. Живца содрала и не попалась. Живца содрала, зараза. И не попалась. Я тут карася вешал. Не через жабру, а так, за спинку. Видать, выбила. Ну вот, ну ладно, чё. Сегодня 20. Сегодня, да? Сколько до Нового года? Неделя? 7 дней. Ну, неделька, да? Все, ребят, дособираем, что, и выезжаем. Как-то так. Ну, ничего. Это рыбалка. Вот как-то так, ребята. Но, в принципе, было понятно все равно. Я просто побоялся, что заберут жерлицы. Техника подъезжала. Посмотрели, видать, и уехали, не тронули. Ну, молодцы, конечно, насчет этого. Ладно, там проверят, там рыбу заберут. Насчет этого я не парюсь, как бы. Жалко, когда снасти воруют. Там вот самое вот это неприятное. И были моменты, и продольника у меня воровали, и сетку воровали. Доча пошла чай пить. Я говорю, иди, папка, здесь уже все. Неинтересно, соберу. Вода даванула, ребят, в центре, смотрите, вообще там по сапог воды. В общем, новая лунка, ребят, новая рыба. Когда уже стоит 2-3 дня жалится на одном и том же месте, это уже плоховато. Так что такие дела. Ничего, с дочкой зато, ребят, выехали прокатиться. Это же круто. Пускай проветрится, так скажем. Покатаемся, еще полный бак заправили. Техника огонь, ребята. Блин, накладочки. Сейчас хоть дорогу держит, а то, блин, накладки уже не управлялись. Сани тащит. А здесь все, сейчас. Короче, к сезону готов, ребят. Нормально. Балаклавы приятные, ребят, тепленькие. Нормально. Ну все, ребят, дособираемся, да. Домой поедем. Сегодня у нас баня. Отдыхать будем. Мама убирается дома. Так что завтра, кстати, пригласили на рыбалку, ребят. Едем в другой вообще район. Я там ни разу не был. Парнишка позвонил, говорит, Андрюха, давай съездим. Живца, говорит, есть. С тебя палатка, печка, и поехали. Я говорю, давай поедем без проблем. Так что надо еще и на завтра собираться. Так, ну все. Перебрали. Точнее, собрали. Ложочки. Опа. Ложочки наши. Домой сушиться. Чтоб у нас все готово было к следующей рыбалочке. Вот так вот. Оп, одну оставил. Одну оставил. Все, друзья мои. Едем домой. Да, дочь? Угу. Поедем в баню. У нас сегодня баня. Поедем отдыхать. Ну, вот такая проверочка. Не густо, как говорится, но и не пусто. Доча поймала одну щуку. На Зарехе бабушке, да, дадим? Пускай жарит. Не? Нам? Нам. Ну, значит, нам. Все, ребятки, давайте. Такое небольшое видео. Погода тоже такая себе портится. Будем выезжать спокойненько. Все. Все, давайте, ребятки. Почаще на природу. Свежий воздух — это хорошо. Едем.
Едем, ребята, с дочей домой. Вон, нашли. Красавчей. Косачи сидят. Видишь, дочь? И там где-то еще третий. Ну, третьего я не вижу. Вон там сидит. А вот, да? Ага. Сидят. Красавчики. А там деревня. Да, сидят вон. Березку кушают. А там деревня заброшенная тут. Угу.